Итак, дамы и господа, новая команда Fight Nights представляет вам трехраундовый бой по кикбоксингу весе К1 в первом среднем весе. Супервайзер Надежда Грузов, судья ринга, это Роман Амиров, Иван Романовский, Дмитрий Полис. Рефери Иван Шпагарович. И все его добро пожаловать на гости из Франции. Ladies and gentlemen, please welcome to from France, Jean-Jacques Sartus. К1, 3 раунда по 3 минуты. На сей раз профессионалы. Чемпион мира по кикбоксингу Джереми Спартуч, 176 сантиметров рост, 71 килограмм вес, 26 лет бойцу. И противостоять ему будет никто иной, как Джабар Аскеров, чемпион мира по тайскому боксу и чемпион мира по К1. Да, Джабар Аскерову можно говорить и говорить, Дмитрий. Мы с вами его комментировали несколько раз и видели его в деле. Конечно, классный боец, по-настоящему много умеет в ринге, классно работает ногами, все этажи, колени использует потрясающе. И мы помним бой его с Максимом Смирновым из города Пермь, как он легко расправился с этим достаточно сильным бойцом в финале турнира TNA. Тогда да. Тем более, что на TNA слабых бойцов, прошу прощения, слабых бойцов вообще не приглашают. Там и по призовому фонду все в порядке. И люди туда очень тщательно отбираются, чтобы просто туда попасть. Я сейчас так вспоминаю карту, ни одного ниже статусом, чем чемпион мира, в принципе, не было. Да. Очень сильный подбор бойцов, как и, впрочем, и на Fight Night. Ситуация, знаете, Максим, чем-то похожа сейчас на ту, в которой оказался Мамаду Кита. Поскольку Рамазанов, ну, лучше, но объективно лучше. Ну, всем лучше и техникой, и достижениями, и всем на свете. В итоге проиграл. Джабар Аскеров, я считаю, бойцом класса выше, чем француз. Но это мое личное мнение, оно субъективно. Я с вами здесь соглашусь, потому что все-таки этот боец показал себя везде. Он дрался и в Японии, и в Голландии, и в Шоу-Тайм, и в Японии, K1, и в Австралии, и в Новой Зеландии, и в Саудовской Аравии. Он дрался по всему миру. И боец, который побеждал очень сильных ребят, и боксировал с лучшими. И вообще в К1 как раз в категории 71 килограмм, где держится наш прославленный чемпион Бату Хан Хасиков. Одна из тех весовых категорий, которая всегда не рождала, наверное, специфика вида спорта диктовала, что там будет самая большая конкуренция. Ну, это вот 71 и 84. Вот в этих двух весовых категориях, я не хочу сейчас принизить тяжеловесов, но в этих весовых категориях чемпиона мира, опять по моему сравнению, стать тяжелее. Почему? Бойцов больше. Согласен. Внутренняя конкуренция такова, что ты можешь натыкаться на потенциального чемпиона мира, натыкаться там на полуфиналах России, на Европе где-нибудь, вы сойдете в четвертьфинале. Это уровень финала чемпионата мира вполне себе. Почему? Потому что много. Да, все это знают, и ребята, которые профессиональные спортсмены и в прошлом, и ваш покорный слуга может подтвердить правильное слово Дмитрия, что может быть на чемпионате мира, на чемпионате Европы минимум на 4 боя. У меня было несколько раз на 5 боев, 30 человек в весе, 32 человека в весе, 25, 27. Поэтому, естественно, эти весовые категории 71 килограмм и полутяжелый вес, так называемый, он по разным видам единоборств разнится. То 81, то 82, его называют 84 килограмма в смешанных единоборствах. Это, конечно, очень сильные весовые дивизионы, где нужно пройти горнило сильнейших бойцов, чтобы стать настоящим большим чемпионом. Согласен? Мне любопытно, конечно, посмотреть на француза. Если про нашего бойца все относительно известно, то про его французского оппонента не так я его хорошо знаю. Да, кстати, Джабар Аскеров был чемпионом мира по тайскому боксу. Среди
жителей Желтой Голландии долгое время и тренировался на разных базах тайского бокса в этой известной стране, которая дала миру такой вид единоборств, как муай-тай. Ну, практика воспитания хороших тайских бойцов, она, может быть, и звучит не вполне хорошо, но ты там или хороший тайский боец, или представитель другой профессии, о которой я вслух упоминать, тем более 8 марта, просто не буду. Все идет реально на выживание, поэтому, если ты плохой боец, на твое место в зале найдется 20 таких же, которые будут впахивать и зубами канаты грызть. Да, высочайшая конкуренция там. Конкуренция, она, конечно, не от хорошей жизни, и никто не говорит, что это правильно, но это суровая школа воспитания, прежде всего. Тайцы хорошие бойцы, лично добавить нечего. Тем более, что проводится еще куча подпольных турниров, там, где никто никого не щадит. Ну, полуофициальных, так называемых, где люди бьются за денежку. Там вообще рубятся. Да, известный турнир Люмпини стадиум, известнейший турнир по тайскому боксу среди профессионалов. Это еще те, о которых мы знаем. Посмотрите, француз очень сильный парень. Уже по первым секундам это заметил. Техника и арсенал его технических возможностей очень высокие. И коленом бьет в разные этажи, и лоу-кик великолепный. Отдал инициативу сразу Джабару Аскерову. Джабар забрал центр ринга, так называемый, и давит в своей манере, как он любит перекрыться, принять удары на себя. Да, он подтаптывает соперника аккуратно, доходит до дистанции, принимает на себя удар, после чего срабатывает так, как ему надо. Куда? Чуть-чуть закрутился сам французский боец от своего же вращения. Вот это, кстати, подтаптывание, оно еще и довольно сильно нервирует. Когда ты понимаешь, что на тебя идет человек, ты его ударишь, если не нокаутируешь, он до тебя дойдет. Поэтому приходится большое количество ударов наносить, но неплохо, смотрите, француз-то хорош. Кстати, разнообразен насколько, да, Дмитрий? Бьет и топор, удар так называемый, сверху вниз, который в кикушин карате очень часто применяется в тайквондо. Да, туда, между шеей и трапецией, если пятка врезается, грустно. Да, бывает, что и от этого удара и ломались ключицы. Конечно, запросто. Запросто. Соскочившая вот сюда пятка, чуть ближе к шее, на переднюю часть. Все. Ключица очень тонкая кость, крепится к суставам, крайне в физиологических местах, но она ломается просто. Джабар Аскеров сейчас чуть-чуть прихватил Джереми Спортуча, прихватил в клинче и так с колена 2 раза очень тяжело мог даже и хорошо обманул. пробить. Показал, что будет бить второй лоу-кик, а сам выбросил руку. Причем это явно такая заготовка. Лоу-кик какой интересный, я же сам себя перебил. Бедро-то, обратите внимание, у Джабара Аскерова левое как обстреляно уже. Гематома вздувается потихоньку. Джереми Спортуч очень интересный боец, конечно. Дмитрий, я честно признаюсь, даже не ожидал я. Каков арсенал? Я сейчас тоже смотрю, восхищаюсь. Здесь прихват, то, что запрещено, как раз K1, прихват ноги, это из тайского бокса. Маневр, тот, который Джабара Аскерова, он на автомате иногда идет во время боя. Вот опять же прихват и встречный удар справа. Хорошо размениваются, очень плотно. Справа Джабар с прямого такого неожиданного со скачка ударил Джереми. И не видно усталости. Я сейчас смотрю на россиянина, не очень заметно. Лоу-кики великолепные, Дмитрий. Лоу-кики тут же здесь вот, мне кажется, вращение не нужно. Лишнее вращение, которому Джереми только себя обезглавливает. Потому что в этот момент, смотрите, насколько он уверен. Джереми Спорт. Ну, спокойно, очень легко дышит. Ударов он нанес больше и попал побольше. Давайте будем объективны. Да, более точен он был. Однозначно. И первый раунд по очкам даже немного он ведет. И какова техника, а? Сейчас я наблюдаю на повторах, вообще сплошные положительные эмоции. Мне вот это очень нравится. Очень хороший, грамотный прихват. Очень базовые ударники бойцов ММА очень любят наказывать. Да, но в ММА и в тайском боксе он разрешен, а в K1 сейчас его ММА, запретили. если тебя за ногу поймали, да, все. уже надо куда-то деваться срочно. Дмитрий, но в K1 его запретили.